Опера «Иоланта» рассказывает историю о одноименной незрячей девушке, живущей в королевстве Прованс. Она и не подозревает о своей слепоте и живет в закрытом мире, который создал для нее король Рене, отец Иоланты. По замыслу режиссера, основная идея оперы заключается во фразе «от тьмы к свету». В этой теме исследуется противоречие героев, конфликт внутреннего и внешнего «я», который был представлен на сцене солистами оперы. Но, во-первых, театр выиграл грант. В рамках этого гранта мы делаем показ, премьеру «Иоланты». «Иоланта» – гениальная опера Петра Ильича Чайковского. Его последняя опера, 10-я. Звучат деревянно-духовые инструменты, валторны, в низком регистре, на пиано, форта, спарсанда. Тифлоспектакли – довольно новое для России явление. Зрители такой постановки надевают наушники, а специалисты-тифлокомментаторы описывают все, что происходит на сцене. Эмоцию, мимику, костюмы, внешность и движение. Я думаю, это большое достижение, это большой шаг вперед, потому что это в образовательных целях, да, и плюс для незрячих, то есть открывает им большие границы, я думаю, и знакомит их с классической музыкой. И для нашего театра это тоже новшество, хорошее начинание. Как отметила тифлокомментатор оперы Евдокия Герасимова, по своему значению услуга тифлокомментирования идентична сурдопереводу и устраняет дискриминацию в отношении людей, имеющих нарушение зрения. Тем самым они помогают преодолеть информационные барьеры. Это очень здорово. Я очень рада, что теперь и мы, незрячие, слабовидящие инвалиды, благодаря нашей республиканской библиотеке для незрячих, есть возможность посещать театр оперы и балета, окунуться в культурную жизнь нашего города. Мы же не только физически, но ограничены, да, только мы еще не можем видеть, поэтому нам очень эти тифлопереводы очень нужны. До сегодняшнего момента такие сложные и красивые жанры, как опера и балет, были недоступны для незрячих. Но благодаря инициативе театра этот мир искусств был открыт для людей с нарушением зрения. Тимур Калмогоров, Георгий Григорьев, Якутск.